Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Абхазия, Арзенба, свобода. В ЦВЗ открылась фотовыставка и презентация книги, посвященной 78-летию первого президента Абхазии Владислава Арзенба. То, что нужно туристам – прекрасное море и много красивых мест. Тимур Асхишба совершил рабочую поездку в Гулрыбский район в преддверии курортного сезона. Делегация Генеральной прокуратуры Республики Абхазия во главе с генпрокурором Адгуром Агарба находится с рабочей поездкой в Республике Татарстан. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе визита проведены встречи с прокурором Республики Татарстан Илдусом Нафиковым, его заместителями Алексеем Зайко и Ильнуром Ибрагимовым. Стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества надзорных ведомств. Министр туризма Тимур Асхишба в преддверии курортного сезона встретился с главой администрации Гулрыбского района Саидом Харази. Обсудили вопросы, связанные с готовностью курортных объектов и излюбленных туристами маршрутов. Министр отметил большой потенциал Гулрыбского района в сфере туризма и считает, что турпоток в район значительно возрастет после введения в эксплуатацию аэропорта имени Арзенба. Упростив дорогу туристу, можно рассчитывать и на увеличение числа посетителей как Гулрыбского района, так и республики в целом, подчеркнул министр. Затем Тимур Асхишба и Саид Харази осмотрели аэропорт и пообщались с заведующим отделом землепользования и архитектуры администрации Гулрыбского района Дауром Шоуа. В части, что касается отвода земельных участков, в части, что касается прилегающей территории, занимается администрация Гулрыбского района по поручению Министерства экономики Республики Абхазия. На сегодняшний день проектно-техническая документация практически завершена, находится на территории Российской Федерации. По окончании экспертизы уже будут начаты непосредственно строительные, восстановительные работы. В рамках курортного летнего сезона министерство проводит выездные мероприятия. Сегодня мы посещаем Гулрыбский район. Гулрыбский район имеет очень большой потенциал и на сегодняшний день пользуется популярностью среди наших гостей и туристов. Такие природные места, как Шакуранский каньон, озеро Амкял. Также очень много памятников истории культурного наследия и шикарная прибрежная зона. На сегодняшний день турпоток Гулрыбский район и так нормально, динамично развивается, потому что Гулрыбский район близко располагается к столице нашей Родины. И, естественно, те туристы и гости, которые проживают в Сухуми, естественно, для себя открывают восточную часть нашей Абхазии. Естественно, мы все прекрасно знаем, что у нас сегодня одна сухопутная граница. Из 3 видов границы – морской, воздушной и сухопутной – работает сегодня это только сухопутная. Если откроется в ближайшее время аэропорт, то есть заработает наша воздушная граница, то, естественно, будет увеличение турпотока. И люди будут напрямую приезжать к нам в республику и уже отсюда рассеиваться по всей территории нашей страны. Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру определил самые популярные направления для семейных бронирований в июне этого года. Гагра попала в десятку самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 23-го, сообщает Твил.ру. Первое место по данным сервиса занимает Сочи, на втором месте Анапа, на третьем Санкт-Петербург. Наш соотечественник, экс-депутат Народного собрания Талих Хватыш избран депутатом парламента Турции. Талих Хватыш был избран депутатом Народного собрания парламента Абхазии в 2007 году. В честь 78-летия первого президента Абхазии Владислава Арзенба в Центральном выставочном зале открылась фотовыставка и презентация книги «Абхазия, Арзенба. Свобода». Выставка отражает жизненный путь первого президента и как политика, и как ученого. А в книге опубликованы как тексты самого Арзенба и интервью с ним, так и разные материалы о нем на абхазском и русском языках. Мероприятие посетили спикер парламента Лаша Ашуба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, вдова Владислава Арзенба Светлана Джергени, политические и общественные деятели, добровольцы. Все подробности в репортаже Али Китрапыш.
На экспозиции представлено более 100 фотографий первого президента Владислава Ардзинба разных периодов жизни – детства, студенчества, председательства в Верховном Совете Абхазской ССР, президентства. Здесь много фотографий со встреч с иностранными делегациями, в кругу семьи и друзей. Организаторы фотовыставки – директор Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте Гугут Саджикирба, историк Аслан Авицба, заслуженный артист Абхазии, который много лет работал с Владиславом Ардзинба, Кисо Хагба. 80 работ, это которые мы делали первую выставку с Гугут Саджикирба 15 лет тому назад. Оттуда, это вот все фотографии, которые гуляют по миру, это оттуда. И мы фотоальбом сделали. Вот сейчас Гугут сделал объявление из личных архивов, в основном от бывшего, значит, вице-президента при Владиславе Григорьевиче Валерия Шалыча Аршба. Сергей Шамба дал несколько фотографий и семья Геннадия Гагулия. Но все фотографии есть там любительские, есть профессиональные. Но мы решили, независимо от качества, поработать с ними и всех выставить и перевести в цифры, чтобы сохранить для будущего поколения. Каждая фотография, каждый миг, где он становится ценным. Ценным, потому что новые фотографии уже у нас не будет. Вы знаете, общение с ним через фотографии еще раз, через чего бы ни было, это наше спасение. Глядя на фотографии, сложно поверить, что более 10 лет уже как нет с нами Владислава Ардзинба. Открытая улыбка, добрый и мудрый взгляд невольно внушают, что наш Владислав все еще с нами. Владислав Ардзинба сочетал в себе качество подлинного интеллигента и в то же время человека скромного, близкого и понятного для каждого. Он безгранично любил свою родину и всю свою жизнь посвятил ее служению. Фотовыставку памяти Владислава Ардзинба посетили и добровольцы Отечественной войны народа Абхазии. Председатель Союза абхазских добровольцев Республики Северная Осетия Алания Игорь Кокоев говорит, что добровольцы переполняют чувство гордости за Владислава Ардзинба, потому что он был настоящим лидером и патриотом, за которым они следовали. Добровольцы Сирии, кавалер ордена Леона Нидаль Батердок с 1994 года по 2005 годы работал в личной охране Владислава Ардзинба. Он вспоминает, как Владислав Григорьевич в свободное время ездил в Ишеру и занимался делами по хозяйству. Он со всеми находил общий язык и был на равных. В Центральном выставочном зале также состоялась презентация книги «Абхазия Ардзинба. Свобода», в которой собраны материалы, публиковавшиеся в газете «Новый день» с 2004 по 2021 годы. Тексты за авторством Владислава Ардзинба и интервью с ними, публикации разных стилей и жанров первого президента Абхазии. Сборник состоит из 2 частей – абхазской и русской. Эти материалы, безусловно, многим из вас известны. Но они в собранном виде дают более или менее цельное представление о том, что происходило в недавней нашей истории. Что бы мы ни говорили об Ардзинба, это никогда не лишнее. Ардзинба является символом нашего государства и нашего народа. Эти символы надо беречь. Фотовыставка в честь 78-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинба продлится до 20 мая. Алика Трапш, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Завершился прием документов на соискание государственной премии имени Георгия Дзидзаря в области науки. Были выдвинуты фундаментальные научные труды в области истории, филологии и естествознания. Комиссия по госпремии обращается с просьбой к коллективам научных учреждений, высших учебных заведений, ко всем компетентным специалистам принять активное участие в обсуждении выдвинутых на соискание премии работ в средствах массовой информации, присылать свои отзывы до 1 сентября текущего года по адресу: город Сухум, улица Академика Марра, 9, Академия наук Абхазии. Государственная премия имени Дзидзаря, учрежденная в 2005 году, присуждается за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получившие широкое общественное признание и ставшие крупным вкладом в развитие науки в Абхазии раз в 3 года 3 лауреатам. На 77-м году ушла из жизни заслуженный врач, министр здравоохранения Абхазии с 1999 по 2005 годы Людмила Авицба. Много ее идей и планов было воплощено в жизнь, что способствовало повышению уровня медицинской помощи населению Абхазии. Обратиться к нашему населению.
обратиться с тем, чтобы доверяйте своим докторам, доверяйте качеству нашей диагностики, доверяйте качеству нашего лечения, потому что если говорить о нашем специализированном учреждении, то мы достаточно подготовлены и умеем и диагностировать, и лечить, и умеем сохранять врачебную тайну. Диагностировать, лечить и сохранять врачебную тайну. Всю свою жизнь Людмила Авицба посвятила заботе о здоровье людей. В разные годы работала врачом-стоматологом, заведующей поликлиническим отделением в Новом Афоне, главврачом Республиканской детской стоматологической поликлиники. С 1999 по 2005 год Людмила Авицба возглавляла Министерство здравоохранения Абхазии. Несмотря на сложности того времени, ей удалось улучшить качество медицинских услуг и в целом повысить уровень здравоохранения в нашей стране. Она интересна тем, что из известной семьи Бориса Давидовича Авицба. Как женщина, она очень обаятельная, как врач известный, опытный. Я, будучи премьер-министром, когда формировал новое правительство, возник вопрос министра. У меня были сомнения в том плане, что еще война не завершилась, угроза войны была, и я думал бы, чтобы мужчина больше подходил. И она мои опасения отвергла, стала достойным министром, организатором здравоохранения, сумела сколотить и в министерстве, и в ведомствах медицинских достаточно опытных врачей. Ответственность, преданность своему делу, организаторские качества и талант руководителя снискали Людмиле Авицба заслуженный авторитет и уважение. Людмила Борисовна умела все это организовывать, любой вопрос, запрос парламента. В те тяжелые времена, это был 2002-2005 год, когда не было никаких договоров, соглашений, на личностных отношениях, вот личные связи она использовала с Северным Кавказом, с городом Москвы. Когда к нам приходили люди с просьбой помочь ребенку, там, здоровью, самому человеку, и в это время приходилось, конечно, подключать Министерство здравоохранения. Она использовала все рычаги, вплоть до президента, еще тогда был президентом Владислав Григорьевич. Все связи, которые были у нее, она, конечно, пускала в ход. Главными качествами Людмилы Борисовны оставались доброта, внимательное и чуткое отношение к людям. Она по специальности стоматолог, но я всегда удивлялась, какие у нее идеи всегда возникали, идущие на много лет вперед для того, чтобы улучшить родовспоможение, для того, чтобы улучшить демографию. Мы с ней составляли планы, очень тесно работали, работа получалась очень хорошо. Мы с ней организовали с помощью международных экспертов, мы организовали подворовые обходы в Абхазии. И мы больше 1500 дворов мы обошли и собрали очень хороший материал, на котором потом Людмила Борисовна открыла проект «Медицина 21 века». Кроме того, что это больные и женщины в том числе обследовались, лечились, еще у нас появились всякие проекты по репродуктивному здоровью, по антенатальному уходу, по скринингу рака шейки матки. Это все были ее идеи. По инициативе Людмилы Авицба в начале 2000-х был создан Республиканский СПИД-центр. Необходимость такого учреждения в Абхазии назрела давно. По решению Людмилы Борисовны центр был открыт при кожно-венерологическом диспансере. И снова ее решения оказались правильными и дальновидными. Мы не имели лабораторию, мы не знали, как работать с ВИЧ-инфицированными пациентами. Первое время мы могли дать им только психологическую помощь, потому что у нас не было лечения. И даже с АЗОВ она нас этому обучала. Плюс ко всему лаборатория. По чуть-чуть, по крупицам она собирала эту лабораторию.
которую на сегодняшний день мы все, что мы делаем здесь в центре, мы все предоставляем нашим пациентам бесплатно. Это тоже ее труд. Мое мнение, СПИД-центр, кожвен-диспансер – это ее детище. А всему ее дети. То есть она была не только руководителем для нас всех, она была для нас всех замечательным руководителем, добрым, хорошим человеком. Она была для нас просто мама. После того, как Людмила Борисовна покинула должность министра здравоохранения, она работала главврачом кожвен-диспансера и СПИД-центра. Последние годы была заведующей отделения центра. Несмотря на тяжелое заболевание, Людмила Борисовна продолжала работать, разрабатывая и воплощая идеи, способные помочь людям. Но я хочу сказать, что она была великолепным руководителем. В прошлом очень тяжело говорить, в прошлом времени о ней. Она была великолепным человеком. Такой большой коллектив, который у нее, она про всех все знала. Она знала их неудачи какие-то, их горе, она всегда поддерживала. Она была таким оптимистом. При том, что она болела уже тяжелым заболеванием, она приходила на работу. Она всех поддерживала, никогда не жаловалась. Она, наоборот, всех поддерживала. Если у кого-то какое-то горе или кто-то заболел, она такие примеры приводила, что даже стыдно было пожаловаться. Очень сильная, мудрая женщина. Конечно, нам ее будет не хватать. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. 18 мая в республике пройдет ежегодная акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев. В ней участвуют 3 государственных музея – Музей боевой славы, Государственный музей и Литературный музей Дмитрия Гуля. Цель акции – привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию. Специально к этой ночи Абхазский государственный музей столицы проводит День открытых дверей, приглашает жителей и гостей столицы окунуться в историю страны. Музей боевой славы приглашает насладиться праздничной концертной программой. Литературный музей Дмитрия Гуля подготовил фотовыставку, посвященную 30-летию Дня Победы, вечер истории и культуры Абхазии и лекции «Святые места Абхазии». Абхазские школьники, десятиклассница Сабина Гоги из Галской средней школы номер 2 и шестиклассница София Хашба из Ачимчирской второй средней школы прошли финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в Артеке. В лагере школьники занимаются с преподавателями театрального мастерства и сценической речи, филологами, журналистами, психологами, учатся блогингу, пластике и осваивают мастерство записи литературных подкастов. Победителями сезона станут 5 человек, которые выступят в начале июня на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с победителями международного финала «Живой классики». По решению жюри 15 человек из разных стран мира прошли финал конкурса. Всего в Артек приехало 255 подростков. На прошлой неделе прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций с членами правительства. Министры ответили на острые вопросы, интересующие общественность. После информационного выпуска Амши Кушара смотрите отчет вице-премьера, министра экономики Кристины Озган на тему энергетической отрасли. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, погода на территории Абхазии во вторник, 16 мая, будет облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью плюс 8-11, днем 19-20. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч в эфире.